такое спонтанно было у нас решение 21 июля, когда мы собрались за суверенитет, мы создали компанию, потом назвали его в комитет, и все вот ребята, которые участники этого процесса, я хочу начать с того, что поблагодарить их. Сегодня почти уже 2 месяца, как эта компания действует, и мы хотели сейчас на данном этапе уже посоветоваться со всеми представителями, яркими представителями нашего народа, которые высказались по поводу Пицунды и вообще нашего суверенитета и всех вызовов, которые стоят перед нашей страной. И вот это решение, сегодняшнее собрание, да, это мы считаем такое промежуточное, да, где мы должны сегодня выработать такую дорожную карту, по которой нам дальше двигаться. И здесь я должен сказать, что вот мы посчитали около 120 человек, ярких представителей нашего народа, тех людей, которые в самый критический момент могут призвать народ к свершениям, ну, не дай бог, к войне. То есть это те люди, которые имеют моральное право говорить о тех проблемах, которые у нас существуют. И все высказали озабоченность, все сказали о том, что у них болит душа за этот процесс. И надо власти было прислушаться. И мы в ходе этого процесса, ветераны, встречались с президентом, где все опасения попунктно, с чем мы не согласны, высказали на этой встрече. Ну, я пересказывать не буду, все прекрасно знаете эти сложные моменты, о которых мы говорили. Самое главное — это потеря суверенитета на части нашей территории. Вторая основная проблема, чтобы не воспользовались третьи лица. Мы думаем, что за этими третьими лицами могут быть олигархи, которые могли бы использовать эту территорию в своих целях. То есть мы бы можем получить некий анклав, который не под нашей юрисдикцией. И в ходе этого обмена мнениями президент предложил создать комиссию юристов, которые бы консолидированно выработали бы точку зрения, которая была бы приемлема для всего общества. На этом мы разошлись. Но вчера у меня было глубокое разочарование на встрече президента и оппозиции, где устами главы администрации было сказано, что это всего лишь некий дискуссионный клуб, да, где юристы просто обменяются своими мнениями. Мне кажется, это смысловая подмена договоренности, которая у нас была. Мы договаривались об одном, а по результату получилось совершенно другое. Я думаю, что мы еще прореагируем, наши юристы прореагируют на это, мы или на пресс-конференции, или выступление сделаем, где расскажем об этой встрече и о тех договоренностях, которые были между юристами. Но мне кажется, что не должно быть в таких важных экзистенциональных вопросах судьбы нашего народа вот такие манипуляции, такие подмены. И вы знаете, вот здесь на самом деле после вчерашней встречи я вообще, честно говоря, в недоумении, почему власть так форсирует это соглашение, в чем причина, что случилось, почему так быстро нужно при таком всеобщем непонимании, да, этих вопросов, при том, что все вопросы повисли в воздухе, на которых мы не получили ответа, такое
вот, форсирование. И я, честно говоря, вспомнил самочинный сход. Это 1931 год, он еще называется Дурипшский сход. Тогда, как вы все помните, в 1931 году Союзная Республика Абхазия была понижена в статусе, стала автономной республикой. И колхозное строительство тогда тоже безумие было, давило на наше население, и абхазцы, в основном это жители села Дурипш, начали организовывать самочинный сход. До 1000 человек участвовало в этом сходе. Ну, требования были, так как таких достоверных, что ли, источников, к сожалению, очень мало, но была проведена большая работа. Представители каждого села участвовали в этом сходе, и, как вы понимаете, тогда ГПУ возглавлял Лаврентий Берия. И он собирал всю эту информацию, и даже его отряды готовы были разогнать этот самочинный сход, но благодаря тому, что Нестор Лакоба сумел все-таки договориться и успокоить христиан, организаторов этого схода, значит, было не допущено такой вот кровавый исход. Но, опять я говорю но, потому что весь материал был собран Лаврентием Берия, и в 1937 году одной из претензий Нестору Лакоба и всей абхазской элиты был этот самочинный сход, который был назван антисоветским, потому что там многие даже бросали партбилеты в знак протеста по снижению нашего статуса и плюс безумие колхозного строительства. И тогда на этой почве антисоветской, значит, истерии все организаторы этого самочинного схода были расстреляны. Почему я это вспомнил? Вот мне кажется, я просто, как историк, всегда говорю, что история повторяется. Вот наша власть ведет к тому, что они понимают, что народ возмущен, что в день, когда будет в парламенте, значит, приниматься это решение, народ соберется и скажет свое мнение, да, их будет много. И тогда будут стоять камеры, естественно, все это будет сниматься, и этот сход хотят представить как антироссийский, и по всем информационным каналам это показать. Я думаю, замысел только в этом: превратить наше движение, которое является, по сути, за суверенитет, не против России, а как раз мы все союзники России, мы все переживаем за судьбу России вместе с ее сынами, мы рядом с ними воюем. То есть представить наше движение как антироссийское. Я хочу официально вот здесь, с этой трибуны, с этого собрания сегодня сказать: если такая подача в международных официальных информационных агентствах будет, это на совести сегодняшней власти. Этого допускать нельзя, ни в коем случае. Пусть президент отзывает, не допускает до того, чтобы народ был возмущен, собрался у стен парламента. Пусть не допускает. Это политическая ошибка подставлять свой народ. Нельзя подставлять свой народ. А всю ответственность
за происходящее должен взять на себя президент, гарант нашей Конституции. Он ответственен за это. Вы знаете, почему мы уверены, что люди соберутся? На самом деле, очень высокий градус патриотизма сегодня. Очень высокий. Моральная ответственность, многие чувствуют моральную ответственность перед будущими поколениями. И на самом деле, посмотрите на нашу молодежь, за них стоит сегодня встать и отстаивать их уже интересы, потому что мы уже много чего, что смогли сделать во время войны, после войны. Но молодежь, она на самом деле лучше нас, она честнее нас. Давайте ее поддержим. Что касается, я хотел бы сказать, что касается вот нашей поддержки власти, мы готовы в любых вопросах, особенно в вопросе безопасности, стать рядом с властью. Вчера на встрече прозвучало мнение, что давайте оставим все вопросы и займемся, значит, обороноспособностью и так далее. Правильно? Давайте отложим вопрос Пицунды, давайте его отзовем, давайте все вместе займемся обороноспособностью нашей страны. Мы готовы. У нас есть небольшая группа ветеранов, Батал Джоко, по-моему, здесь должен быть в зале. Да, Ахраб Жаня здесь. Мы обеспокоены ситуацией, создали небольшую группу и продумываем современную войну, какие основы, что лежит в основе современной войны и как небольшими нашими силами, но очень, так сказать, яркими личностями создать новую доктрину обороноспособности. Вы понимаете, сегодня война — это гибридная война. Это не просто там артиллерия или там пушки, это и морально-психологическая, да, информационно-психологическая. Вот информационно-психологическая война — это то, что мы сегодня видим, это моральный подъем нации. Нации, и мы видим, что сегодня в этом заложена вот основа морально-психологического состояния общества. И вот на этой почве надо использовать современные технологии, надо показывать людям и молодежи особенно, что воспитывать их на героических подвигах нашего народа. На самом деле вот этот опыт, бесценный опыт нашей войны, мы его мало используем сегодня в Министерстве обороны. А это является на самом деле, вот мы сейчас следим за всеми воинами, и мы понимаем, что тогда, в конце 20 века, мы создали самую современную армию, самую современную, с морально-психологической, с тактической точки зрения. Но сейчас нужно к этой базе прибавить новые идеи. Вот у Батала есть новые разработки новых тактических групп, как они должны быть выглядеть, кто туда должен войти. Значит, есть идеи по современным, сетицентрические называются войны сегодня, да, это айтишники. Там мы продумываем, какие элементы этой войны надо использовать. И многое другое. То есть у нас есть огромный, сильный потенциал, я сейчас не буду долго говорить, который мы готовы
использовать, готовы дать, несмотря ни на какие-то личные интересы, личное время, мы готовы потратить все свое время на то, чтобы наша обороноспособность была на высшем уровне. Это гарантия того, что не начнется война. Никто не отменял эту пословицу. Хочешь мира, готовься к войне. Если мы не будем готовиться к войне, это спровоцирует войну. И поэтому все свои усилия мы готовы сегодня направить на обороноспособность. И прекрасная у нас молодежь, она готова во всех наших начинаниях. Что не скажем, сразу образовывается группа и говорит, давайте мы попробуем это, давайте мы попробуем это. И я считаю, что самый главный лозунг должен быть на сегодняшний день, это мы должны иметь расчет на собственные силы. Тогда нам помогут. Когда ты стоишь на двух ногах, и наш стратегический партнер Россия станет рядом, и наши братья Северного Кавказа, и наша диаспора, все будут рядом. Но мы должны встать и сами заняться своей обороноспособностью. И мы это можем. Мы всегда преодолевали все. Аяйра, табу.